крестьянские хозяева живут в другом конце света. Что с того? Все равно это их владение. Владение итальянцев. Десятки тысяч гектаров лучших земель. Плантаторы даже налоги не хотят платить за землю и воду. До сих пор Сомали кое-кто по старой памяти называет банановым придатком Италии. Действительно, бананы сомалийские, работают на плантациях сомалийцы, но доходы, которые дает сомалийская земля, оседают до сих пор в иностранных банках. Скажем, в этом или в этом. Банковские конторы находятся в Могадишо, столице Сомали. Однако на фасадах видишь названия других городов. Что общего у Могадишо с Римом, с Неаполем? О, эта история длинная, но рассказать стоит. Знакомство Сомали с Европой произошло под грохот пушечных залпов. Эскадра Васко да Гама по пути в Индию обстреляла сомалийские берега из корабельных орудий. Вначале на Сомалийском полуострове укрепились португальцы. Однако их потеснили новые завоеватели. В Сомали обосновался занзибарский султан. Султана давно нет, а дворец-крепость высится и поныне. Правда, теперь это национальный музей. Арабы принесли в Сомали ислам, мусульманскую религию. С той поры повсеместной приметой сомалийского пейзажа стали белые мечети. А в XIX веке состоялось вторичное знакомство сомалийцев с Западом. Пришли англичане, французы и итальянцы. Итальянцы. Они тоже оставили о себе память на этой земле. Началось все с дружественных визитов итальянских военных кораблей. Барбарига, Стафетты, Рапида. Окончилось тем, что гости стали хозяевами. Это Сомалийский полуостров, или, как его называют иначе, Африканский рог.